Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим, что происходит в его голове. Какие тараканы там бегают, черные, белые, полосатые, в крапинку. Сейчас мы все узнаем, все его мысли, все его настроения, все его мечты. Загадывайте на мужчину и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как ему хочется слона. Ой, мечтает мужчина о слоне. И о бабочках мечтает. Вот две основные мысли. Нет, вы не переживайте, вы тоже есть, но вы там в сакральном, понимаете? В самом важном, да, папочке самое важное. Ну, давайте начнем с этого слона. По слону мужчине очень хочется денег, материальных благ, спокойной такой, знаете, богатой жизни, когда не нужно, извините, попу рвать для того, чтобы заработать 3 копейки. Когда у него все есть, хорошая, дорогая спортивная машина, там, квартира, загородный дом, уважение, почет. И он такой, знаете, вот либо бизнесмен шикарный, либо руководитель там самого высшего звена, топ-менеджер. Вот прям хочется. Аж до слез хочется. Вот он у вас какой-то материалист, да? Он мир ощущает вот именно через свою платежеспособность. Вот когда у него деньги есть на кармане, ну все, я хозяин жизни. Если денег нет, то все. И мир такой ужасный, жестокий. И я такой маленький, несчастный, да, пожалейте меня. В принципе, я не могу сказать, что это плохо. Ну, на мой взгляд, это нормально, наверное, да. Конечно, люди не должны жить только материальным. Есть очень много других ценностей, которые делают нашу жизнь более счастливой. Но вот он именно сосредоточен на деньгах. Деньги, 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 деньги. Он каждый день, какой каждый день, Господи, каждую минуту об этом думает, особенно там, проходя через какие-то магазины, либо наблюдая за какими-то автомобилями, постоянно об этом думает. Это уже стало смыслом его жизни. Это затмило все, понимаете, и даже в какой-то степени затмило чувство к вам. То есть отвлекается он на это, дай Боже. Ну, видите, видно, с жизнью у него действительно не все так просто, да, и деньги не так просто даются. У кого-то отыграется, что мужчина в долгах, у кого-то отыграется, что прям очень тяжело он зарабатывает деньги, и это, конечно, его очень сильно беспокоит. Вот хочется ему покататься на слоне. Хотеться это, конечно, хочется, но как это конкретно сделать, он не знает. Либо он такой, знаете, в погоне за этими легкими деньгами, да, за горячими деньгами. Кстати, он у вас очень в этом плане склонен ко всяким там авантюрам. Там, знаете, как выиграть лотерею, выиграть казино, там, я не знаю, какие-то мутные схемы по бизнесу, да, какие-то мутные ребята в его окружении. Это очень плохо на самом деле, и это может быть чревато. Но пока он это все не проживет, пока он на своей, извините, мягкой точке это все не опробует, говорить с ним бесполезно, он просто не услышит и не поймет. У кого-то из девочек отыграется мужчина жадный. Жадный, вот такой, знаете, скупой. Скупой на подарки, там, на хорошие цветы. Там, знаете, очень скромно себя ведет в этом плане. Не расточительный. А опять же, это все от недостатка средств. Недостатка средств. Может быть, он, знаете, как привык экономить. Экономить не только, например, на вас, но экономит на себе. Да, то есть там, пытается всеми силами там, тужиться, собрать какую-то определенную сумму денег, может, на машину хорошую копит, а может быть, чтобы долги отдать. Да? Ну, вы все разные, у каждой по-своему отыграется. Но вот чисто ментально здесь собирательный образ, человек заморочен на материальных благах. И для него,
к сожалению, на сегодняшний день и на все предыдущие дни, это вот прям идея фикс, идея номер один в голове. Это самый большой такой жирный таракан, который занял практически, я не знаю, там 80% его мозга. Вот он там сидит, так себя комфортно чувствует, периодически пинает его, прям глаз пинает, да, потому что визуально воспринимая мир, да, он всегда видит каких-то там богатых мужичков, хорошие дорогие машины, как я уже сказала, да, там вещи какие-нибудь брендовые, ну прям обращают на это внимание. Значит, мои хорошие, все это поправимо, как говорится, все это лечится, и не электричеством, а любовью. Да, это непростой путь, но вы пришли в его жизнь именно для того, чтобы переместить центр его внимания с денег именно на любовь, на семью, на вот такие нежные, добрые взаимоотношения. Вы ведь не просто так встретились, и не просто такому вот дундуку дали такую шикарную женщину, как вы. Вот не просто так все это произошло. Здесь тайный смысл судьбы. Тут высшие силы, знаете, как напряглись, чтобы это все подстроить, чтобы вы встретились и друг другу понравились. Поэтому, мои хорошие, все это впереди. Дальше бабочка у него в голове. Но это приблизительно из той же серии. Вот ему хочется легкости жизни, чтобы не было каких-то проблем, забот, там, не знаю, переживаний, напряжений. Вот хочу легко, вот как бабочка там вспорхнул на своих крылышках и полетел по цветочкам, да, выбирать себе, которые повкуснее, покрасивее. Ну, не могу сказать, что он прям ленивый, но задатки ленности, они тут очевидны. Ну, либо желание в ленности проводить свои дни. А это ему не дает. Наоборот, его в такие позы ставит жизнь, чтобы он эти деньги зарабатывал, что спаси и сохрани. Да, вот прям именно через тяжелый труд, через тяжелые все эти проблемы, заработки, судьба его учит, да, высшие силы его учат, что типа не пари в облаках, да, вот не мечтай, а лучше бери и делай. Либо развивай себя, чтобы прийти к своей мечте. Потому что мужчина здесь талантливый, мужчина здесь свободный, знаете, такой, не могу сказать, что работящий, но у него есть очень такие крутые задатки. Задатки мастера, задатки лидера, задатки вот такого прям специалиста. Вот они в нем есть. Но он предпочитает, да, не развиваться как личность, а вот это потребление, да, дайте денег, ничего не хочу делать, хочу все иметь и ничего не делать. Это, конечно, безобразие, но тем не менее, что есть, то и есть. Так, еще какие тараканы, какие мысли у него в голове. Какая-то женщина тут вышла, которая не дает ему покоя. Он очень ее не любит, на дух не переносит, и она ему как кость в горле. Она ему создает какие-то проблемы не только психологического характера, но и, возможно, даже физического характера. Но, опять же, все разные. У кого-то бывшая, у кого-то мама, да, например, с своими заскоками. А у кого-то может отыграться просто какая-то женщина, там, начальница, либо какая-нибудь там коллега, которая его, например, домогается, либо подстебывает. И так может отыграться. То есть она постоянно от него что-то требует. Вот она входит в его жизнь такой огромной плеткой, и, значит, этой плеткой его стягает. А ему больно, а ему неприятно, и ничего поделать не может. Да? Вот некуда убежать и некуда спрятаться. Мечтают не видеть и не слышать эту женщину. Просто и не видеть, и не слышать. Кстати, девочки, у кого-то даже может отыграться, если вы в браке, что это ваша мама. Ваша мама, которая с него требует, либо с него постоянно спрашивает, где деньги, где внуки, где квартира для моей дочки. Да? То есть такое тоже может отыграться. Ну ладно, вы там смотрите сами по своей ситуации. Так, что еще вы должны знать? Ему очень хочется отдыхать. Очень-очень хочется отдыхать, отдохнуть, может быть, даже куда-то съездить. Но, к сожалению, нет возможности. У кого-то нет прям совсем-совсем денег, а у кого-то нет ни денег, ни времени, да, для того, чтобы устроить этот отдых. Даже очень краткосрочный отдых, ну вот нет, не заработал, не постарался, да. Есть такое. Так, доходим к самому интересному, смотрим на вас.
Вас он видит как объект своих желаний. Вы меня, конечно, простите, я тут все вам перебила. Возможно, вы надеялись, что я скажу, что там все любит, страдает, да, мечтает видеть вас своей женой. Нет. Вас он видит как объект своих желаний, чисто физического характера. Девочки, я понимаю, что вы расстроились, потому что, наверное, ждали, что я скажу, что любит вас сердцем и душой, и жизни без вас не видит. Но, к сожалению, вот в сегодняшнем дне, когда мы делаем эту отсыпку, здесь чисто плотские желания. Вот желание вами обладать, желание вас покорить, вас добиться. Ну вот чисто как сексуальный объект, понимаете, вот такое постоянное напряженное желание. Я уж не знаю, то ли вы его к себе не подпускаете, то ли ему недостаточно, то ли вы действительно вскружили ему голову. Здесь чистая химия между вами, по крайней мере с его стороны, которая его доводит, просто доводит до дрожи. Да, в вашем присутствии иногда он даже себя контролировать уже не может. И если вы общаетесь с этим мужчиной в интернете, то есть физического нет контакта, то поверьте, он сам себя удовлетворяет, да, смотря на вас, либо на вашу фотографию. То есть для него это уже, знаете, как не сделал этого, день не прожил. День не прожил, очень сильно вас хочет, очень сильно вас желает. Так, что касается более глубинных чувств, он к вам привязан. Привязан, сам себе отчета не отдает, но очень привязан. То есть ему в день хотя бы раз нужно о вас подумать. Помечтать, подумать, попредставлять. Даже у кого-то отыграется, что он с вами иногда разговаривает. Да? Вас нет, а он с вами разговаривает. С вашим образом, либо там, с вашей фоткой разговаривает. Это есть. Плюс у него в последнее время очень сильно обострилось чувство собственничества. Это не ревность. Хотя, да, это немножко схоже. Но вот она моя и точка. Вот моя, никому не дам. Никто не имеет права на нее смотреть. Она там родилась и живет для меня. Понимаете, вот такого до апогея доходит. Но, девочки, для него в последнее время самой страшной мыслью стало, что вы от него откажетесь. И откажетесь, потому что у него нет слона. То есть потому что у него нет денег. Не знаю, то ли он конкурента чувствует, то ли он действительно уже настолько заморочился этим материальным, что материальное перебило все духовное. Я, кстати, в самом начале об этом говорила. Да, такие вещи страшные иногда могут с людьми происходить. Я вижу, что у мужчины будет очень сильный стресс. Этот стресс, он проявится в виде какого-то заболевания, простудного, хронического, но у каждого мужчины по-своему отыграется. И только пережив этот стресс и это заболевание, у мужчины начнут происходить очень хорошие положительные изменения. Изменения в сторону духовного. Может быть, вы, девушка такая чистая, верующая, не материалист, может быть, вы на него влияете, может быть, он сам к этому придет, может быть, с каким-то умным человеком пообщается, да, кто его просветит. Но это будет. Я вижу тут страшнейшие метаморфозы. У мужчины будет меняться настроение, я не знаю, там 100 раз на день. Такое, знаете, мужское ПМС, которое нужно будет пережить, девчонки. И вы должны себе отдавать отчет, что он нездоров. Нездоров. Это ПМС, это нездоров. Потерпите, там буквально у кого-то, там не всем, там, может быть, 2 недельки максимум. Просто потерпите. Не провоцируйте ситуации и не разрывайте с ним отношения. Если вы пойдете на этот путь разрыва, вы будете сами жалеть, потому что я вижу ваши чувства к нему, ваш интерес к нему. То есть вы будете жалеть, вы себя будете винить и корить. Если вы это все перетерпите, переждете, мужчинка будет меняться. Он будет меняться. У него тут, знаете, как еще нервная система какая-то, то ли не сформированная, то ли расшатанная. Вот как только он поборет все эти нервные состояния, как только он поймет, что весь мир – это не деньги, да, а в мире есть много всего прекрасного и более важного, он станет другим, он станет лучше. И он наконец-таки начнет развиваться. Потенциал у этого мужчины очень крутой. Просто надо немножко дождаться. Дождаться. Всему свое время. Да, у вас мужчина поздно созреет, но тем не менее он созреет. И это тот плод, которого стоит дождаться.
Поэтому, девочки, тут все будет. Он сейчас не в лучшей форме. Дождитесь его созревания, полного созревания. Так, еще я хочу на оракуле для вас посмотреть. Хочу посмотреть именно на его отношение к вам, на его действия к вам, на его взгляды на вас. Ну, он с вами якорь хочет бросить. Он с вами именно желает пойти в новую жизнь, в любовь. Значит, девочки, ну, приблизительно так же, как я вам сказала. Видите, он сейчас вот парит. Вот хочу всего и сразу, да, охватить необъятное. Но это ненормально, и так у него не получится. Человек, он с большим потенциалом, просто он себя еще до конца сам не оценил. Да, он еще сам для себя даже не раскрылся. Вот этот его стресс, вот эти его неприятности, то, чем придется повстречаться. И вести себя он действительно будет как крыса. Ну, такая, знаете, агрессивная, я бы даже сказала. Надо перетерпеть. Девочки, потом все начнет меняться. Вот он поймет, что вы и только вы. И с вами он хочет бросить якорь, с вами он хочет в новую жизнь пойти. Вот они, двери. И любовь, любовь. Он поймет, кто вы для него. Он поймет, насколько сильно он вас любит. И мало того, я еще вижу, что любовь-то очень взаимная, сильная, взаимная, настоящая любовь. Тот, кого вы загадали, девочки, это ваше будущее. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.